сейчас для представления или презентации книги я хочу пригласить научного консультанта этого издания, директора Музея Института гуманитарных исследований и проблем латинских народов Севера, кандидата исторических наук Пантелеймона Пантелеймоновича Петрова. Уважаемые участники презентации книги «Предтеча», серия «Национальная интеллигенция и становление государственности Якутии» пополнилась новой книгой. Первая книга, как вы знаете, была посвящена жизни и деятельности Василия Васильевича Никифорова-Кулюмы. Была издана в 2016 году к его 150-летию. Третья книга вышла в прошлом году и содержит труды Ковлякова, Романовой и в качестве приложения протоколы Якутского областного инородческого съезда, посвященные первому областному съезду якутов 1912 года. Ну, тут опускаю слова Александра Николаевича. Впервые в историографии Якутии новой книги объединены деятельность таких видных общественных деятелей, как Софрон Цыранов, Алексей Аржаков и Илья Шадрин. Правда, о последнем многие, в том числе и даже историки, имели смутное представление и понятие в силу недостаточной изученности его жизненного пути. Составителями второй книги серии являются Александр Николаевич Жирков, руководитель, Юлия Ефимовна Дьячкова, Зоя Ильинична Петухова, Галина Ефимовна Шадрина. Книга открывается предисловием с названием «Путь длиною 2,5 века» первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, в котором он охарактеризовал содержание книги как удачную попытку наших исследователей углубленно проанализировать комплекс имеющихся документов и попытаться через действие и влияние таких исторических личностей, как Софрон Цыранов, Алексей Аржаков и Илья Шадрин, показать ход развития общественной мысли, шире изучить проблемы развития местного самоуправления на пути к земству. Основным трудом, посвященным личности Софрона Цыранова, является недавно изданная администрацией Хангаласского улуса книга под авторством известного нашего ученого, доктора исторических наук Андриана Афанасьевича Борисова, якутский депутат и российская императрица, который, в отличие от других авторов, наиболее полно раскрыт жизненный путь лидера хангаласских якутов Саха и его многолетний подвижнический труд во имя утверждения элементов самоуправления якутских улусов. Книга Борисова полностью перепечатана с соблюдением всех правил переиздания и авторства. Здесь могут возразить, что если в книге Борисова все вопросы о Цыранове решены, то была ли необходимость и включение в книге «Предтечи» статей других авторов, которые в той или иной мере затрагивали биографию Цыранова и его деятельность. Историки всегда отдают дань уважения всем тем, кто первым стал изучать стоящую перед ними проблему своих историографических обзоров. Здесь иная ситуация. На фигуру Софрона Цыранова обращали внимание историки разных времен. Попов, Романов, Пашарин, Федоров, Иванов, Березкин, Валах. Все они делали анализ деятельности Цыранова под углом разных точек зрения, с применением разных методов, руководствуясь разными методологическими подходами. Есть и описательные, есть и критические статьи. Читатель, держа эту книгу в руках, сможет сам оценить, насколько прав тот или иной автор,
заключительных выводов о неординарной личности Цыганова. То же самое можно говорить и о личности Алексея Аржакова, которому посвящен второй раздел книги «Предтеча». Раздел открывается книгой директора Института Ломского университета профессора Василия Николаевича Иванова. Алексей Аржаков: «Сие размышления многие годы занимали душу мою». Выпущенный в 2015 году Египом Нейсаран под редакторством Андрея Афанасьевича Борисова, его ученика. В введении автор Василий Николаевич четко указал, что в прошлом историки руководствовались идеологией одной партии с принципом классового подхода в оценке деятельности исторических личностей, включая Алексея Аржакова. Далее автор, опираясь на архивные документы и критическое осмысление существующей литературы, сделал попытку, по его словам, высказать современное научное слово об Алексее Аржакове, крупной исторической личности в истории Якутии второй половины XVIII – начала XIX века. Еще в 1908 году Василий Васильевич Никифоров в газете «Якутская жизнь» впервые раскрыл суть деятельности всех этих трех наших личностей. Здесь мы приводим слова из его статьи, опубликованной в этой же книге. Между тем, мысль о самоуправлении и даже автономии, наше подчеркивание, зародилась в умах инородцев очень давно. Это было сказано в 1908 году, первое упоминание автономии. Читатель книги «Предтеча» также найдет статьи профессора Машарина, Петуховой, Сидорова, Лебедкиной, Аржакова, Прокопьева, Яковлева. Последний раздел книги «Предтеча» посвящен жизни и деятельности князя Каргаласского улуса Ильи Шадрина, о котором более подробно рассказывают присутствующие здесь автор Галина и Юлия Ефимовна, и Анатолий Анатольевич, он уже ознакомил вас с жизнью и деятельностью Ильи Максимовича Шадрина. Завершает книгу статья Александра Николаевича Жукова «Предтеча национальной интеллигенции Якутии», в которой автор подчеркнул, что главными признаками национальной интеллигенции и ее предшественников были озабоченность судьбой родного народа, обостренное чувство личной ответственности за его настоящее и будущее, стремление к национальному развитию и подвижническая просветительская деятельность. Это его слова отражены в книге. В книгу вошли труды и статьи 22 авторов, включая 3 докторов исторических наук, доктора юридических наук, 3 кандидатов исторических наук, кандидатов филологических наук, известных краеведов и фольклористов, музейных работников, имевших и имеющих за плечами богатое наследие опубликованных и признанных в республике научных и краеведческих работ. Редактор издательства АЯР Афанасий Афанасьевич Петров, с которым я, как научный консультант, тесно общался по самым различным вопросам, очень ответственно относится к своим обязанностям. Оформление, дизайн книги произведены квалифицированными сотрудниками Национального книжного издательства АЯР. В целом литература по истории Якутии обогатилась новой книгой, освещающей жизнь и деятельность 3 выдающихся представителей якутского народа, выступавших в свое время как предтеча будущей национальной интеллигенции. Спасибо за внимание.